качестве аргумента из кучи экстремистской литературы мы выбрали книгу недагестанского автора Мухаммад ибн Джамиль Зину. В этой его книге изложены самые основы ваххабитской идеологии. В одной из глав Ибн Джамиль Зину утверждает, что нельзя обращаться к Аллаху посредством пророков и святых, якобы это идолопоклонничество. И здесь он приводит хадис о слепом старике, который попросил пророка помолиться о его исцелении. Пророк мир ему ответил: «Если хочешь, я помолюсь за твое здравие, а если хочешь, потерпи, это лучше для тебя». На этом цитата обрывается, стоит многоточие. Найдя полную версию в достоверном сборнике хадисов и прочитав продолжение, мы видим, что старик пожелал все же избавиться от болезни, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, научил его молиться, взывая к Аллаху через пророка. Аллахумма инни ас'алука ва атаваджаху илейка би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набийи рахма. Я Мухаммад, инни قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في. قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح. Таким образом, видно, что этот хадис прямо противоречит утверждениям ваххабитов о недопустимости зова к Аллаху через пророков. Каков же должен быть цинизм автора, приводящего урезанную версию именно этого хадиса в подтверждение своих лживых идей? Подобных примеров можно привести великое множество. Как доказательство своих утверждений автор часто приводит аяты Корана и хадисы, урезанные наполовину. Таким образом, ваххабит пытается подогнать цитаты святых писаний под свою идеологию. Однако, если привести эти аяты полностью, в них открывается смысл, абсолютно противоречащий утверждениям автора. Кстати, указанная книга уже несколько раз издавалась на русском языке при содействии ваххабитской организации из Саудовской Аравии.